Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. Гурбангулы Бердымухамедов предложил создать исламскую инициативу во имя мира. Председательство в Тюрксой официально перешло Туркменистану. В Ашхабаде открылась международная конференция на уровне министров культуры и другие новости. Сегодня в Ашхабаде открылась международная конференция на уровне министров культуры, посвященная 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги. По этому случаю президент Сердар Бердымухамедов обратился с поздравительным посланием к участникам форума. Президент Сердар Бердымухамедов назначил посла Туркменистана в Саудовскую Аравию Арузмухамеда Чарыева одновременно чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана в королевстве Бахрейн. Следует отметить, что Чарыев также является послом Туркменистана в Египте, Палестине, Омане и Иордании. Председатель Халк Маслихата Туркменистана выдвинул инициативу по разработке исламской инициативы во имя мира, взаимопонимания и доверия в ходе выступления на заседании групп стратегического видения «Россия. Исламский мир» в Казани. Эта инициатива рассматривается Ашхабадом как комплекс подходов на основе исламских постулатов о мире, добре и справедливости, обращенный ко всем народам планеты, заявил глава высшего органа народной власти Туркменистана. Национальный лидер туркменского народа встретился с государственным советником Республики Татарстан Минтимером Шаймиевым. Глава высшего органа народной власти Туркменистана высоко оценил успешное развитие Татарстана по различным направлениям и растущий авторитет республики на международной арене. В ходе встречи Гурбангулы Бердымухамедов пожелал успешного проведения Казан-форум и всех мероприятий, нацеленных на раскрытие торгово-экономического, научно-технического и культурного потенциала взаимодействия России с исламским миром. Туркменистан официально принял председательство в Международной организации тюркской культуры на торжественной церемонии в Ашхабаде. На 10-м заседании национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов Тюрксой генеральный секретарь организации Султан Раев передал символ председательства ответственному секретарю Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО Чинар Рустемовой. Рустемова будет председателем Тюрксой от имени Туркменистана. Уже сегодня на юге Ашхабада торжественно откроется культурно-парковый комплекс Махтумкули Фраги и величественный монумент поэта высотой в 60 метров. Над монументом Махтумкули и скульптурами выдающихся личностей в парковом комплексе трудился скульптор, народный художник Туркменистана, почетный старейшина Сарах Бабаев и его команда. Американский телеканал Food Network анонсировал новое кулинарное шоу под названием «Гарри Поттер. Волшебники. Выпечки». В этом шоу участники будут соревноваться в создании волшебных десертов, вдохновленных миром Гарри Поттера. Ведущими шоу станут Джеймс и Оливер Фелпсы, известные поклонникам франшизы как братья-близнецы Уизли. Съемки шоу будут проходить в декорациях студии Ливсден, где создавались фильмы о Хогвартсе. Зрители смогут увидеть знакомые локации, такие как Нора, Кридгас, платформа 9,3 и большой зал. Премьера «Гарри Поттер. Волшебники выпечки» запланирована на конец 2024 года. Всемирная организация здравоохранения призывает сократить потребление соли для снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно новому отчету ВОЗ, 42,5% всех смертей в Европе связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями, вызванными в том числе избыточным потреблением соли. Ежедневно от этих заболеваний умирает 10 тысяч человек. При этом мужчины в 2,5 раза чаще подвержены риску, чем женщины. Международная федерация футбола планирует организовать турне легенд футбола по всему миру, а в будущем провести чемпионат мира среди бывших игроков. Об этом во время 74-го Конгресса ФИФА в Бангкоке сообщил президент организации Джанни Инфантино. Португальский футболист Криштиану Роналду занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии журнала Forbes. Нападающий Аль-Насра из Саудовской Аравии за год заработал $260 миллионов. Forbes отмечает, что данная цифра – рекорд для футболистов. Роналду в 4-й раз за карьеру возглавил этот рейтинг. Второе место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов занимает испанский гольфист Джон Рам. Его заработок составил $218 миллионов.
Третьим стал аргентинский футболист американского Интер Майами Лионель Месси, заработавший $135 миллионов. На сегодня это все. Со всеми новостями вы можете ознакомиться на сайте turkmenportal.com и на наших официальных страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и помните, что Туркменпортал ваш самый надежный источник новостей.